краткая сводка о ситуации в Сирии на 16 января. Хомс. Продолжаются бои в районе старого города. Попытки террористов прорваться в старинную крепость пресекаются военнослужащими сирийской арабской армии. В районе Баб-Худ в результате молниеносной атаки подразделений правительственных войск удалось отбить несколько жилых домов. В районе Аль-Митрас, провинции Хомса, ликвидирована большая группировка бандитов. Выдвинувшись из деревни Аль-Хусен, бандиты пытались прорваться и захватить крепость Крак-де-Шевалье. Крепость занимает господствующую высоту и в средние века считалась неприступной. Удалось сохранить памятник истории и множество жизней, которые могли быть потеряны в ходе операции по ее освобождению. Продолжаются минометные обстрелы мирных районов и окраин Хомса. Так, в результате очередной бомбежки погибло 4 и ранено 11 человек. В районе Аль-Захра упало более 5 мин. К счастью, жертв удалось избежать, но нанесен серьезный материальный ущерб. Провинция Дамаск. В районе Аль-Набок обнаружен гигантский склад вооружений, боеприпасов и маскировочных материалов. Все находилось в заводских упаковках. Этот арсенал использовался для производства самодельных взрывных устройств, которые применяются террористами для проведения актов насилия против мирного населения и органов правопорядка Сирии. Дер-Зор. В промышленных районах Дер-Зора продолжается контртеррористическая операция. Проводится зачистка местности. Полностью освобождены несколько прилегающих переулков. Алеппо. В восточной части Алеппо снайперским огнем повреждены несколько автомобилей, проезжающих по шоссе. Правительственные силы освободили район Аль-Зазур, Аль-Машбаль, Макарин. Район Макарин зачищен от радикальных исламистов, фронт Нусра и его подразделение полк Аль-Муджахидин. Террористы контролировали район более года. Они оставили после себя большое количество пропаганды радикального характера. Теперь жителям придется также радикально с этим бороться. Благо, в том же районе освобождена фабрика по производству синтетических моющих средств. Сохранилось достаточное количество продукции, чтобы навести элементарную чистоту. Пусть пока внешнюю. И о чистоте внутренней. Город Еврут. В городе идет контртеррористическая операция. Стало известно, что здесь насильно удерживаются 13 сирийских и ливанских послушниц православного монастыря Святой Феклы в Маалюле во главе с игуменей Пелагеей. Монахини живы. Возможно, похитители планируют их использовать в качестве живого щита. Вот вам и чистота внутренняя. Агентство «Анна Ньюс», Марат Мусин, Григорий Нестеров, Игорь Надыршин, Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Сирия.